Привет всем, кто присоединился к нам. В эфире программа «Татстайл». С вами ее ведущие Бурганова Эльвира и Анжелика Фадеева, а также наша гостья, яркая представительница татарской эстрады Лилия Хайруллина. Сегодня мы обсудим современные тенденции на татарской эстраде. Лилия, скажи, как вообще у тебя настроение, как у тебя дела сейчас? Здравствуйте, очень приятно находиться в этой студии. Настроение отличное. У меня всегда отличное настроение, когда я встречаюсь с новыми людьми, прихожу на какие-то передачи. Спасибо. Знаешь, затрагивая тему обновления татарской эстрады, вообще новых тенденций, мы сразу подумали о тебе и о твоем шоу «Минус Гардем». Почему оно получило именно такое название? Вообще расскажи о нем немножко поподробнее. Мне, во-первых, очень приятно, что я уже с чем-то ассоциируюсь на этой эстраде. Это очень важно, я считаю. «Минус Гардем» — это было такое, да, веяние, такая волна, да? Можно сказать, даже протест. Концерт, протест, так сказать, в хорошем смысле этого слова, потому что очень многие не воспринимают современную татарскую музыку, то есть есть какие-то стереотипы, сложившиеся уже принципы, да, у людей, то, что музыка должна быть народная, там, с баяном, в таком народном направлении, но все-таки молодежь тоже должна что-то слушать, кроме такой музыки, потому что время идет, и есть какие-то актуальные вещи. То есть мы всегда во всем стараемся быть актуальными, и я считаю, что также нужно следить за музыкой и актуальностью музыки. Поэтому мы решили поставить такой концерт в современном стиле в развлекательном комплексе «Эрмитаж». Он был достаточно нестандартный и своим, в принципе, содержанием, стилем, да, и в то же время этой площадкой, потому что ранее на этой площадке, кроме татарских дискотек, не устраивались концерты, потому что для людей это как-то немножко чуждо, смотреть концерт стоя. И поэтому мы выбрали в основном современный репертуар. У нас был определенный сюжет этого концерта, вот, и «Минус Гардем», что значит, переводится на русский язык «я изменилась», это как бы образно было сказано о переменах в моем творчестве. Я не могу сказать, что я пою только современные песни, у меня есть разный репертуар, есть и народные, и современные, всякие разные. Я считаю, что татарская музыка должна быть разной, потому что сколько людей, столько и мнений, и каждому человеку, вкусу каждого человека, я думаю, должна найтись какая-то татарская песня. Вот. А не собираешься ли ты повторить концерт? Ведь прошло уже больше года, а у тебя, насколько мы знаем, вышло достаточно много новых песен. Если честно, вот я всегда говорю, люблю говорить честно, прямо, я не очень довольна этим концертом, недовольна собой, хочу сказать. Я всегда отношусь к себе очень самокритично. Были моменты, которые мне не понравились, как я исполнила, как я выполнила и так далее. Но это не означает, что я перестану работать в этом направлении. У меня есть новые песни и в современном направлении, и народные. В народном направлении, поэтому я не думала, чтобы повторить именно этот концерт. Я считаю, что каждый сезон, каждый год, наверное, артист должен делать что-то новое, поэтому есть в планах сделать новый концерт в этом году. Я, конечно, не хочу заранее загадывать и говорить, когда, потому что обычно я делаю, потом говорю, уже объявляю об этом. Вот. Но желание, конечно, большое. Не могу сказать, что концерт планирую такой суперсовременный, но хочется сочетать разное в одном концерте. Как я уже говорю, должен быть ассортимент, и хотелось бы, чтобы каждый слушатель нашел для себя что-то, придя на мой концерт. Ты являешься частым гостем за границей и выступаешь в разных странах. Даже на Сабантуе, вот я, насколько знаю, ты была в Америке. Да, в Америке была неоднократно. Вот. Знаешь, что также недавно у тебя был концерт в Анталии. Расскажи о своих ощущениях вообще, как это выйти за границу, не то что Татарстана, выйти за границу вообще страны. На самом деле я очень люблю бывать где-то за границей, это всегда интересно, это новые люди, новые знакомства, новая обстановка. Я люблю погружаться в другую атмосферу. Это как-то влияет на мое развитие, на расширение кругозора, просто на такое ощущение, на взгляд на жизнь. Вот. Очень интересно находиться среди татар, которые живут за границей. Они все-таки отличаются от наших.
потому что окружение, образ жизни, он разный, разные страны, и они с особым трепетом ожидают вот эти концерты, приезд артистов, да, татарские песни. Конечно же, я там стараюсь исполнять более народные песни, которые уже все знают, которые для них близки, которые они привыкли слышать. И, конечно же, в то же время новый репертуар, потому что хочется как-то развивать, да, нашу культуру, наше, ну, как бы вот это восприятие людей татарской культуры, то, что мы тоже развиваемся, не стоим на месте. Всегда хочется радовать людей своим творчеством, и вдвойне приятно, когда тебя ждут с нетерпением, ждут твоих песен, и это видно по глазам, когда ты поешь, и как люди на тебя смотрят, ты понимаешь, как они этого ждали, как они рады. Это, конечно, очень важно для артиста, я считаю, поэтому я всегда с огромным удовольствием куда-то выезжаю. Что касается концерта в Анталии, инициаторами были мы, то есть я поехала отдыхать в Анталию и предложила встретиться, насколько я знаю, там есть диаспора татарская, предложила встретиться, поговорить, как бы всегда приятно встречаться с татарами где-то вне Татарстана. И мы пришли к выводу, что можно сделать концерт. Я, конечно, с огромным удовольствием согласилась, привезла костюмы, все свои песни, и мы сделали концерт, получилось весело, интересно. Тоже было очень приятно выступать, была такая особая теплая атмосфера. Я очень благодарна организаторам, которые согласились это сделать, и людям, которые пришли. Я всегда за такие встречи. Вот. Есть ли еще какие-то страны, которые вот ты хотела бы именно со своими песнями посетить? Я очень хотела бы, в принципе, я хотела бы много куда съездить, но кроме вот таких национальных, да, каких-то событий, праздников, мне бы хотелось больше обратить внимание и на молодежь, да, которая, допустим, живет за границей, приехать с каким-нибудь таким концертом, тоже комбинированным, который состоит как из современных песен, так, ну, то есть из разных песен. Вот я думаю, в принципе, это было бы интересно, чтобы и людей держать в курсе, да, что происходит у нас в Татарстане, потому что иногда мне пишут и спрашивают, а кто у вас популярный сейчас, кого сейчас в основном слушают. Ну, люди интересуются, и я думаю, в принципе, нет ничего невозможного. На своих концертах ты вот говоришь, что исполняешь не только свои песни, но и татарские народные или ретро-песни. Можно ли сказать, что они вот занимают какое-то отдельное место в твоем сердце, в твоем творчестве? Конечно, я очень люблю на самом деле народные песни, и я думаю, когда слушатели слушают мои песни, допустим, видят меня в одном образе, в другом образе, это такой контраст, допустим, я читаю рэп на татарском, да, или я выхожу там в каком-то длинном платье и исполняю какую-нибудь такую протяжную народную песню. Очень многие хотят меня видеть именно только в таком народном образе, потому что в любом случае для каждого человека, для каждого татарина, татарки, да, это близко к сердцу, потому что это живет в душе, ты рождаешься с этим, и это все-таки занимает какую-то особую, большую часть твоей души, поэтому людям это необходимо, я думаю, это как глоток свежего воздуха. Вот. Как ты думаешь, почему вот как-то резко относились как раз-таки вот к дуэту с Нурминским? Тоже люди боятся перемен. Люди боятся перемен, они не знают, что ожидать. Появился татарский рэп. Он стал популярным, да, в какой-то степени, когда вот Нурминский начал его исполнять. Молодежь начала слушать. И тексты, конечно, там не такие. Вообще, в целом, это направление, оно не ротируемое на радио, на телевидении. Поэтому оно существует в основном только в интернете, в сети интернет. И для людей это немножко чуждо. И люди боятся, когда приходит что-то нестандартное, что-то необычное, они задумываются, что же будет.
возможно, случится что-то плохое. На самом деле, я думаю, нужно, наоборот, радоваться, что молодежь начала интересоваться татарскими песнями больше, да, после того, как появился татарский рэп, например, да, как он стал популярным. Это же все влияет на развитие нашего языка. Я считаю, что нужно обращать больше внимания, уделять больше внимания молодежи, потому что это наше будущее. Вот. Если они будут слушать татарские песни, то, в принципе, наш язык тоже будет жить. Я считаю, что творчество, песни, это имеет большое значение в воспитании, так же, как и просто обычное воспитание в школе, например, да? Если ты хочешь сохранить язык, какие-то, свои корни, я считаю, что нужно обращать на это тоже достаточно много внимания, уделять. Можно сказать, не так давно у тебя вышла песня «Какая Малай», которая просто вызвала шквал негодования, столько негативных комментариев собрала. Вообще, это с твоей стороны был некий пиар-ход, как у нас сейчас говорят, хайп? Да, хайп. Я считаю это хайпом. Мы сделали этот трек совместно с Ильназом Гариповым. Это как бы была его идея, да, основная, сделать вот такую песню, он мне предложил. В принципе, я согласилась. Я человек, который готов на эксперименты. Я, в принципе, с легкостью на них соглашаюсь. Конечно же, нужно фильтровать это, да, на что ты соглашаешься, то есть не на все подряд. Мы решили, что это будет интересно, забавно, как-то хайпово, да, как мы сейчас говорим. Поэтому я не отказалась, но это было временно. Все-таки ты экспериментируешь, ты пробуешь, ты щупаешь, да, и понимаешь, что идет тебе, как личности, что не идет. И ты делаешь, ты ошибаешься, падаешь, встаешь, делаешь дальше. Как бы это вот такой круговорот, пока ты не найдешь как бы свою дорогу, да, определенную. Это была такая попытка найти себя, что ли. Не могу сказать, что я не нашла себя. Просто мы попробовали, это было интересно, кому-то это очень понравилось, знаете. Были люди, которые говорили мне, просили, а вы будете петь сегодня эту песню, когда мы куда-то приезжали выступать. Вот, это, конечно, удивляло. Но я считаю, что артист не должен стоять на месте, он должен всегда что-то делать, искать, потому что это интересно. Людям всегда нужны какие-то новости, что-то новое, удивлять, желательно, конечно, приятно удивлять. Вот. Поэтому это был такой некий эксперимент. Можно сказать, шуточный, да, с твоей стороны? Ну, в принципе, да, можно сказать, да. А как ты считаешь, есть ли какие-то слабые и сильные стороны у современной татарской эстрады? Вот можешь что-то выделить? Ой, сильные стороны, я даже не знаю. Знаете, это очень большая проблема вот сейчас, да, в современности, потому что особой поддержки не чувствуется, да, вот молодежь, те, кто занимается татарской музыкой, возможно, делают какие-то нестандартные вещи, там, электронная музыка, там, да, есть вообще разные, есть у меня знакомые, которые и поют татарскую альтернативу, есть, которые читают рэп и так далее, их очень много, но всегда, очень часто все упирается в финансы, и когда основные артисты татарской эстрады могут позволить себе выйти на рынок, так сказать, да, ротироваться на радио, быть на телевидении, да, их все знают, смотрят, они выступают на концертах. Но вот эта область молодежная, да, которая работает в своих интересах, ну, как бы в интересах молодежи, которым нравится делать то, что они делают, это не пользуется спросом, потому что этого нет ни на телевидении, ни на радио, нигде. И их, в принципе, не допускают, потому что у нас нет такой площадки, где можно реализовать вот такой формат. Я считаю, что это проблема. Было бы здорово, если бы устраивали какие-то фестивали, да, для вот таких форматов, для разных стилей. Это было бы, конечно, очень круто, но такого нет. Есть, конечно, несколько таких мероприятий, но они очень такие узкие, и хотелось бы, чтобы вот это вот развивалось, потому что другого очень много, в избытке, а вот этого очень мало, и люди не могут позволить себе выйти куда-то еще, развиваться дальше. Они как бы вот делают это для определенного круга людей, для себя. Вот. Хотелось бы, чтобы вот этот круг он расширился и стало это более популярным и узнаваемым. Я, конечно, понимаю, что есть интернет, да, молодежь пользуется интернетом, но можно поддержать, я считаю, и вот такие проекты. Не знаю, когда это будет.
Как ты вообще относишься к современной эстраде? Именно к артистам, к репертуару? Не будем говорить об отдельных личностях, просто на твой взгляд. Отношусь я нормально, я со всеми в хороших отношениях, да, если как бы говорить о таких человеческих отношениях. В целом к эстраде я уже неоднократно высказывала, что я, конечно, не очень довольна, потому что, как я уже сказала, хочется, чтобы все развивалось больше, лучше, чтобы повышалось качество, как люди делают, что люди делают, как они это преподносят, в чем они выходят на сцену, как они поют, о чем они поют. Это тоже имеет большое значение. То есть не должно быть какой-то бессмыслицы в песнях. Человек, артист, должен быть хорошо одет, потому что, выходя на сцену, ты показываешь себя как эталон. Ты уже являешься каким-то эталоном для определенного круга людей, да, для своей аудитории. Люди смотрят на тебя и берут пример. То есть ты должен быть показателем качества. Вот. В этом плане, конечно, у нас нет ни какого-то худсовета, ничего, да, я, конечно, не знаю, насколько правильно было бы это сделать, вообще, как это сделать так, чтобы люди придерживались каких-то рамок, чтобы они знали рамки, что дозволено, что не дозволено, потому что есть разные люди, все хотят в артисты, иногда хотят люди, у которых даже нет образования, просто поют, они делают какие-то песни, выкладывают, там, попадают на телевидение, платят и так далее, но это все нужно, конечно, регулировать. Человек в то же время должен сам знать, на каком уровне он находится, что он дает, какой материал он дает. И это очень важная информация. Ты упоминала, что среди твоих знакомых есть люди, которые в совершенно разных жанрах поют. Все-таки вот кого больше? Тех, кто исполняет традиционную музыку, или тех, кто что-то новое делает? Конечно, тех, кто традиционную. Как я уже выделяла, есть вот эстрада, да, которая работает, наверное, в основном в таком едином жанре. А есть вот маленький кружок людей, которые делают там электронную музыку, читают рэп на татарском, там, исполняют рок, да. Вот их мало. Конечно, это мало, потому что нужны финансы, чтобы это все реализовать. И если у тебя нет таких концертных туров, там нет такого ажиотажа, спроса, да, на твою деятельность, на твое творчество, поэтому тяжело это все покрывать все эти расходы. Вот. А те, кто гастролирует, например, работает на банкетах, естественно, не хватает финансов и зарабатывать и себе на жизнь, и вкладываться также в дальнейшее творчество. Можно ли говорить о каком-то давлении со стороны общественности, вот именно на вот таких вот новых, не знаю, с особенным звучанием, с новыми тенденциями музыки? Ну, есть такие люди, которые не принимают такую музыку. Это в основном, наверное, люди более взрослые, среднего, старшего возраста, потому что они привыкли слушать вот такую музыку. И что-то другое для них это очень чуждо, и они не понимают, им кажется, что это ужасно, плохо, что все, эстрада там, она меняется, и сейчас все будет плохо. Просто нужно следить за какими-то тенденциями и как-то более спокойно реагировать на такие новшества, потому что жизнь, она не стоит на месте, все меняется, и также меняется и музыка. Просто нужно артистам знать, о чем они поют, какую информацию они дают слушателям своим. То есть это не должно быть чем-то плохим. Не думаешь ли ты, что вот у слушателей, ну, отношение такое к чему-то новому, потому что они боятся потерять свою культуру, какие-то особенности национальные? Вот как у нас говорят, мон, да, вот у нас есть такое понятие, мон. Все боятся потерять вот этот мон. Вот, МЛБТ, говорят, все, он заканчивается, там, из-за того, что появляются такие артисты. Эти артисты есть, но есть и много других артистов, которые пели, поют и будут петь вот эти вот песни, да. Вот. Ну, он никуда не пропадет, потому что это часть нашей истории, часть нашей культуры татарской. Это просто невозможно, чтобы это исчезло. Это будет из поколения в поколение переходить, потому что это наше свое родное. Но на этом только невозможно
ну, так сказать, выжить, да. Допустим, давайте рассмотрим там, как работает Казахстан, да, как у них эстрада развивается. Они поют и какие-то свои народные, а в то же время у них есть абсолютно такой классный современный репертуар, такой актуальный, такие звуки, ну как бы такое звучание современное. Кстати, даже мы слушаем сами вот казахских исполнителей и в чем-то даже берем пример, потому что они впереди, ну как бы они очень хорошо развиваются. Вот. И поэтому ну, никуда не пропадет это все. Вот. Это было, есть и будет. Просто нужно думать не только об этом, но нужно мыслить шире и смотреть шире, я считаю. Потому что нам нужно интересовать молодежь, заинтересовать, чтобы они слушали. Если они будут слушать что-то современное, они заинтересуются и дальше как бы больше будут интересоваться, я считаю, татарской культурой, истоками, из чего все вообще начиналось. Мне кажется, это еще не только проблема слушателей, но и артистов, потому что они из-за неодобрения боятся сделать какой-то первый шаг к чему-то новому, к чему-то как-то измениться. Да, про меня говорят, что я революционер. Это, конечно, так громко звучит. Мне пишут и писали, в принципе, когда я поменяла направление свое, да, очень много негатива приходило. Но я как-то это все пережила, ну, я к этому уже привыкла, и очень многие боятся, что про них будут говорить плохо, что они перестанут быть какими-то идеалами, да, вот, для людей. Допустим, они создали для себя какой-то правильный, идеальный образ, который не выходит за какие-то рамки. Ну, чуть ты шагнешь, да, как бы выйдешь из этих рамок, все, на тебя все могут накинуться. Это на самом деле так и есть. Кто-то психологически не может это выдержать, но если ты ходишь какого-то развития, то тебе придется выходить из зоны комфорта. Я считаю, что это так. Кто-то боится, кто-то не боится, кого-то устраивает его направление. Это же не означает, что если ты артист, если ты поешь, что ты обязательно должен там петь современное, да, это тоже зависит от того, что просит твоя душа. Каким человеком ты являешься сам внутри себя, ты должен чувствовать это. Например, я почувствовала, что да, я хочу что-то такое стильное, я хочу современное, да, в принципе, я такой человек, я люблю что-то новое, но мне это нравится, я это делаю. Мне захотелось, понравилось, я это сделала, как бы реализовала, кому-то понравилось, кому-то нет. На вкус и цвет товарищей нет. Даже как стихотворение получилось. Не думаешь ли ты, что, например, исполняя традиционную музыку, ты бы могла быть востребованнее? Да, мне уже многие говорили, мои знакомые, если бы ты пела народные песни только вот в таком направлении, ты бы уже давно была народной артисткой Татарстана. Но так же неинтересно. Зачем кому-то угождать, делать так, как людям хочется? Допустим, мне хочется поступить по-своему, да, удовлетворить свое желание. И я это делаю. Ну, я делаю и в этом, ну, как бы и современное, и такое, и такое. Я делаю так, как мне нравится. В принципе, эти песни находят своего слушателя. Возможно, кто-то скажет, что нужно петь только там, ты выбрал свой один образ, ты должен выступать только так. Но мне вот так хочется. В принципе, есть люди, которые благодарны мне за то, что я делаю такую музыку. Я считаю, что одно другому не мешает. В этом нет ничего плохого. По-твоему, музыка должна нести определенный посыл для слушателей? И какой он должен быть? В основном, да. Конечно же, мы должны знать, о чем мы поем, да. Но иногда есть такие стили, где нет необходимости в содержании, есть просто музыка. Ее можно просто делать, допустим, какая-то электронная музыка, да, там с какими-то татарскими мотивами или же с частичкой колорита татарского, да. Это музыка, которую можно просто слушать, просто она нравится и все. То есть не обязательно там писать какие-то слова, можно там пару слов просто включить и все. Музыка — это такая вещь, она для души. Вот тебе захотелось в данный момент послушать определенную песню, ты ее послушал, и тебе становится от этого хорошо. Я считаю, что музыка, она должна приносить удовольствие, какое-то вдохновение, когда грустно, поднимать настроение, когда ты хочешь что-то послушать такое спокойное, ты получаешь какое-то моральную какую-то гармонию, да, для себя. То есть это такая вещь абстрактная, очень индивидуальная, поэтому я считаю, что должен быть ассортимент, чтобы наша музыка, наша культура, она жила в песнях, вообще в музыке в целом.
А что ты хочешь донести до своего слушателя? Вообще есть же что-то определенное? Мне очень нравится, когда людям просто нравится. Вот. Я хочу, чтобы они получали удовольствие от музыки. Когда-то от содержания, да, есть у меня очень содержательные песни. Когда-то просто вот человек хочет включить музыку, допустим, дома, он убирается, да, он включил, и ему стало хорошо. Он убирается, там танцует, например, дома. Для меня это уже какой-то показатель, что человеку нравится вот эта музыка. Просто должно нравиться. Конечно же, есть такие с глубоким содержанием, есть такие песни, которые ты слушаешь и задумываешься. Но цель музыки, я не считаю, что есть только одна цель, допустим, чему-то научить, да. У нее абсолютно, это такое понятие, которое, я же говорю, абстрактное, да. Каждый человек получает для себя от этого что-то свое. Вот, это здорово, когда человек нашел что-то свое, как, вот, допустим, в моей музыке. Вот, я хочу, чтобы это просто нравилось, было для души, чтобы они слушали, чтобы хотелось слушать. Вот из всего своего репертуара можешь выделить какую-то вот песню, которая имеет для тебя вот прям огромное значение, именно для тебя? Ну, мне нравится, допустим, одна из песен, да, нравится песня «Утрал». У нее, в принципе, и содержание такое, она простая, но в ней заложен достаточно глубокий смысл. И некоторые люди слушают, да, из-за того, что там повторяется слово «утрал», «семейным утрал», «семейным кеткен утрал», да, в припеве. Людям кажется, что за бессмыслица. Вот женщины тоже мне писали, что разве это песня, что это за песня, стоишь и повторяешь. Но просто человек должен вникнуть в смысл. Если ты вникаешь, ты понимаешь, боже мой, оказывается, это песня со смыслом, и она достаточно глубокая, и многим моим слушателям вот эта песня, она дает заряд, она дает какое-то вдохновение, какую-то надежду. Даже я, когда ее слушаю, у меня возникают определенные ассоциации, да, как-то визуально я представляю. Эта песня меня и успокаивает, и дает, вот я же говорю, какой-то заряд. Она какая-то, не знаю, так благотворно на меня влияет и также влияет на многих моих слушателей. Для меня это достаточно приятно, потому что люди получают для себя что-то хорошее от моей музыки. Я очень люблю радовать людей, быть полезной, заряжать чем-то. Для меня это уже как бы вот этот энергообмен, который происходит между слушателем и артистом. Это очень важно. Поэтому вот эта песня, например, да, мне нравится и нравится моим слушателям. Ты вот как раз-таки сказала о том, что много было, ну, негатива, можно сказать, да? Вообще часто можно увидеть, что твои выступления, твои посты, соцсети, песни вот подвергаются какому-то негативному влиянию. Ты вообще как к этому относишься? Я уже привыкла к этому. Просто нужно быть реалистом, не надо быть в розовых очках. Есть люди разные, есть люди хорошие, есть люди не очень хорошие. Это происходит вследствие каких-то жизненных обстоятельств у людей, да, воспитания и так далее, условий жизни. Есть люди, которые немножко обижены на жизнь, на кого-то, но есть и хорошие люди. Поэтому я никогда ни на кого не злюсь и не обижаюсь, даже если мне пишут что-то плохое, даже если мне неприятно. Значит, это произошло вследствие чего-то, что-то произошло в жизни этого человека, и он как бы смотрит на жизнь как бы немножко негативно, не очень хорошо, да, и поэтому пытается, возможно, на ком-то, так сказать, оторваться и выложить вот этот свой негатив, ну, как бы на кого-то, да. Поэтому я никогда не пишу, не отвечаю грубо людям. Возможно, что-то произошло, возможно, жизнь сложная у человека, но всякое бывает. Но есть и хорошие люди, надо, я считаю, обращать внимание на таких хороших людей и притягивать таких к себе, потому что от них ты заряжаешься энергетикой, и их ты в то же время заряжаешь. И иногда, знаете, как случалось у меня, были люди, которые писали мне плохие слова. Бывает, я отвечаю в директ, да, людям, и мы начинаем, у нас происходит диалог, я не грублю никогда, мы просто начинаем разговаривать. И потом человек понимает, он осознает, что он был неправ, начинает извиняться,
и потом думают, почему же я так написала, ну, я же вообще не имела права так писать. И были люди, которые читали интервью, например, какие-то мои, да, допустим, написали мне много плохого, где-то прочитали про меня интервью, про мою жизнь, например, да, и они тоже начинали извиняться, мы не знали, там, простите. И вот как-то у людей иногда возникает вот такое озарение. Я, конечно, очень рада, что каким-то своим диалогом, возможно, какими-то своими сторис или постами я могу открыть людям на что-то глаза и сделать их мир лучше, их взгляд на жизнь более позитивным. Это для меня тоже важно, поэтому я никогда не обижаюсь на тех людей, которые пишут плохое. В любом случае, я думаю, их тоже можно понять. Помимо обсуждения творчества, как раз-таки, тебе часто говорят о том, что ты добилась всего благодаря своей семье, скажем так. Тоже часто говорят. Ну, твоя реакция на это спокойная была изначально? Ты к этому нормально Ну, относилась? конечно, много лет назад, когда меня всегда ассоциировали с мамой, там, с родителями, да, так как у меня творческая семья, мне, конечно, это не нравилось, потому что я не чувствовала себя отдельной личностью. Если ты артист, конечно, ты хочешь быть отдельной частичкой, что-то из себя представлять. А сейчас, когда я уже в достаточно зрелом возрасте и как бы с пониманием ко всему отношусь, многие люди пишут это от какой-то злости, бывает от зависти, да, то, что вот, возможно, у них что-то не получилось в жизни, а вот у меня как будто бы все шикарно, все у меня готово. На самом деле это все не так. И они думают, что я добилась успеха за счет своей семьи, и мне все дается легко, поэтому это их злит. Ну, конечно, нет, да, в какой-то степени меня знают как дочь родителей, но у меня есть свое мнение. Если бы я только всегда слушалась родителей, я бы, возможно, ну, не выделялась бы, да, среди вообще эстрады всей. У меня есть свое мнение, возможно, я достаточно упрямый человек, я поступаю так, как мне хочется, вот, потому что я считаю, что человек должен жить так, как он хочет прожить свою жизнь, вот, и не надо бояться вот, принимать какие-то решения на свое усмотрение, потому что, тем более, когда ты уже достаточно взрослый человек, вот, ну, какое-то влияние, да, в популярности, наверное, имеет вот популярность моих родителей, но ты не можешь всю жизнь на кого-то полагаться. Это не означает, что для тебя открыты все двери, если кто-то знает, что ты там дочь кого-то. Это абсолютно не так. В современной жизни, если ты не делаешь сам, тебе никто ничего не принесет, там, не поможет и так далее. Приходится пахать, так сказать, да, просто многие не видят закулисной жизни. Я, в принципе, никогда не показываю свои сложности. Я считаю, что нет необходимости людям об этом знать. Ну, конечно, из-за этого, наверное, видимо, думают, что все классно, все легко. На самом деле очень много работы стоит за всем этим. И слезы, и стресс, и какие-то даже депрессовые ситуации, состояния. Вот. Ну, у меня, как бы, допустим, если взять Инстаграм, у меня все в основном там положительно, позитивно, поэтому люди, наверное, думают, что я никогда не грущу. Ну, я не хочу просто наваливать на людей какой-то груз, там, да, чтобы они погрустили вместе со мной, посопереживали мне. Я просто хочу, чтобы люди радовались, чтобы всем было хорошо, допустим, от моего профиля, чтобы всем все нравилось, чтобы люди смотрели на жизнь более положительно, вот, чтобы мир вокруг стал добрее и светлее, вот, как-то так. А бывало ли такое, что из каких-то негативных слов в твой адрес тебе хотелось вообще карьеру свою закончить, все бросить и вот чем-то другим заняться? Это может быть тогда, когда такую критику высказывает не просто человек, не просто слушатель, например, да, который там живет где-то в каком-то городе или в деревне, когда какой-то профессионал с огромным стажем, да, мастер своего дела, подходит и говорит тебе что-то такое, какое-то замечание делает, да, ну вот тогда уже стоит задуматься, я считаю, потому что, возможно, что-то ты делаешь не так. Ну и то, это, конечно, такое субъективное, да, мнение.
возможно, человек может недопонимать чего-то, да, человек может быть из другого поколения, то есть нужно прислушиваться к людям, нужно не только делать так, как ты хочешь, да, в то же время нужно советоваться, должна быть какая-то определенная команда. У меня есть там несколько вот таких людей, например, с кем я советуюсь перед тем, как что-то сделать. У меня есть свое мнение, но мы это обсуждаем и приходим к какому-то итогу, потом только мы это делаем. То есть мы всегда думаем перед тем, как это сделать, стоит ли делать вообще. Поэтому нужно все равно к кому-то прислушиваться. Вот нужно слушать, прислушиваться, исходя из всех вот этих мнений, уже делать свои какие-то выводы и что-то делать. Вот. Но все-таки ты не можешь быть всегда один. Ты должен советоваться с кем-то, я считаю, но, по крайней мере, уметь кого-то слышать. Если тебе кто-то что-то говорит со стороны, какую-то критику, например, критику отвергать нельзя. Нужно быть в какой-то степени самокритичным человеком, работать над собой, чтобы у тебя было какое-то развитие, да, то есть не стоять на месте. Но плюс нельзя вот так вот. Я все сама знаю, ты никогда не знаешь всего, потому что, возможно, тебе не хватает опыта, информации, нужно быть всегда активным, общаться и у кого-то что-то перенимать, с кем-то советоваться. Все равно, наверное, даже вот такая объективная критика со стороны знающего человека, наверное, это не повод все-таки останавливаться на собственном пути, это повод прислушаться. Да. Если ты считаешь, что да, действительно, там это не твое, ну такое может быть у кого-то, но если ты ошибся, упал, ты считаешь, что ты можешь справиться, ты можешь сделать лучше, ты встаешь и делаешь. Только пройдя вот такие испытания, ты можешь, я думаю, добиться успеха, к чему-то прийти, потому что просто так у нас не бывает. Звезды, которые, например, сейчас на топе, которые популярные, они не стали вот раз вот так, да, как бы успешными. Они очень много работали. Возможно, они когда-то до этого, да, они не были такими популярными и известными, и ты не знаешь, что они делали до. А на самом деле там стоит вот огромная такая работа за плечами. И просто так не бывает, нужно много работать. Если ты уверен, что ты можешь сделать, то нужно делать. Если ты действительно считаешь, что это твое, что ты можешь, надо делать. И, наверное, все-таки надо верить в себя. Были ли такие моменты, когда ты как раз-таки вот теряла эту веру в себя, именно как в творческом плане? Да, было. Бывало, я ошибалась, расстраивалась сильно, но нужно время. Как говорят, время лечит, нужно время в любом случае пережить вот этот вот сложный период, вот эту депрессию, возможно, да. Кстати, творческие люди очень склонны к депрессиям, потому что они очень эмоциональные, восприимчивые, в особенности некоторые прям очень, если им скажут что-то плохое, даже любой человек, они уже начинают сильно переживать, вот, поэтому иногда нужно просто переждать. У меня был такой момент, я ждала, мне было плохо, у меня были люди, конечно, которые меня поддерживали, было сложно очень, но это все как-то проходит, и ты пытаешься заново все начать. Главное не останавливаться, главное всегда быть в движении, общаться с людьми, что-то искать. Только тогда ты можешь, наверное, найти какой-то путь. Нужно всегда искать пути, выходы. Я считаю, что не бывает безвыходных ситуаций. Нужно просто делать. Ты вот говоришь о том, что ты показываешь, скажем так, в соцсетях только вот позитивную сторону жизни, выступления, все отлично. Также ты скрываешь свою личную жизнь. Это вот у тебя прям пункт, чтобы тебя знали именно со стороны артиста и, ну, это табу, наверное, да, такое у меня. Я приняла такое решение. Когда-то, когда у меня были отношения, еще до того, как я была в какой-то степени популярной, многие люди знали о моих отношениях, и как-то вот что-то мешало, кто-то встревал, да, ну, кто-то всегда лез в личную жизнь, не только в отношениях, просто всегда, вот если кто-то знает больше о тебе, и случались какие-то проблемы, потому что не все люди доброжелательные, кто-то желает тебе нехорошего чего-то,
Поэтому я приняла такое решение, что личная жизнь моя будет за кадром, у меня есть мое творчество, мне есть что сказать людям, да. Я могу включить там сторис и что-то рассказать, то есть, слава богу. Вот. Поэтому я не считаю это правильным, допустим, выставлять свою личную жизнь на показ и за счет этого набирать какой-то рейтинг. Я не говорю, что это плохо. Кто-то делает так, кто-то делает не так. Просто это личное дело каждого человека. Многие удивляются, они думают, что вот эти вот артисты показывают личную жизнь, а ты не показываешь. Как будто я должна это сделать, как будто есть какой-то шаблон. Нет никаких шаблонов. Каждый человек, каждый артист — это индивидуум, у каждого человека есть свое мнение, и он имеет право на это мнение. Поэтому как-то так. Для меня важно, чтобы я интересовала людей прежде всего как личность. Для меня это приятно, значит, я чего-то стою, значит, мне есть что сказать, есть что показать, и это интересно людям. Мне это вдвойне приятно. Подводя итог, можешь рассказать о планах на ближайшее время? Я, своим конечно, не люблю слушателям? говорить до того, как я что-то сделаю, но все-таки прошлый год, на самом деле, да, если сказать честно, у меня был немножко такой пассивный, потому что я подустала, и все-таки есть какие-то такие моральные ресурсы, да, у человека, которые могут закончиться, и нужно подзаряжаться. Сейчас могу сказать, что, в принципе, батарейка у меня на нормальном уровне, да, заряжена. Вот. Есть новые песни, есть уже, вот, которые вышли, есть новые, которые планируется сделать. Есть планы, это главное. Пока не буду говорить конкретно, какие есть планы, да, но главное, они есть цели, поэтому я настроена работать в этом году, побольше вложиться, и как в плане творческом, и в плане Инстаграма, например, в качестве блогера, да, вот, поэтому самое главное, чтобы были планы и цели, а остальное уже потом поживем, увидим. Можешь ли ты дать маленький совет вот именно начинающим артистам? Пусть не боятся выражать свое мнение, самовыразиться, так сказать, потому что это показатель именно как индивидуальности человека в творчестве. Этого сейчас очень не хватает, я считаю, потому что люди боятся какой-то критики, да, со стороны плохих слов. И нужно быть, наверное, более естественным, показывать себя таким, какой ты есть, но в то же время создать какой-то образ. Вот. Не нужно бояться, просто нужно делать, и все. Ну и для слушателей. Это сложнее, да? Нет, просто не хочется быть банальной, я просто хочу пожелать всем, чтобы у всех было хорошее настроение, несмотря ни на какую погоду, ни на какие условия там, чтобы было приятное, хорошее окружение, чтобы в окружении были хорошие, добрые люди, это очень важно. Вот. Пусть все будет хорошо, положительно, солнечно. Вот. Вот так все очень просто на самом деле. Большое спасибо за то, что пришла к нам на программу, ответила на все наши вопросы. Может быть, не всегда это было легко. На этой позитивной ноте мы как раз-таки закончим нашу передачу. Всем всего доброго. Пока-пока. Вам